В состав делегации, возглавляемой профессором, доктором экономических наук Олегом Этлуховым, вошли заместитель председателя Совета старейшин абазинского народа Мухарби Чуков и генеральный директор СХП Алашера, кавалер ордена Леона Роберт Ашба. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных абхазо-абазинских проектов, направленных на объединение и сближение народов Абаза, а также возможность создания единого абхазо-абазинского алфавита и единого языка и литературы. Мы говорим о том, что мы один народ, но отдельно существует абхазская литература, отдельно существует абазинская литература. Наши абазинские дети не знают, что есть прекрасный, положим, Алексей Гогу, я беру, к примеру, Папаскири, Фазиль Искандер, Георгий Гулия и так далее. Нечем гордиться нашим детям, потому что у нас своя литература, у абхазов своя литература. В то же время абхазские дети не знают, что есть прекрасные, признанные писатели, поэты, абазины, которые имели очень большой, так будем говорить, вес в литературном обществе. Но если мы с малого времени не внедрим в сознание наших людей, что мы единый народ, что это наш, положим, тот же Георгий Гулия, что это наш писатель абазинский, мы единый народ Абаза. Почему не начать бы работу, понимают, займет ни год, ни два, ни 5. Но единый литературный язык народа Абаза, который бы понимали и турецкие абхазы, и абазины, и абхазы, живущие здесь, почему мы не можем подумать на эту тему? Это объединяет народ, делает его единым. По мнению членов делегации, необходимо создать единое информационное поле для народа Абаза, где размещалась бы информация о событиях, происходящих как в Абхазии, так и в КЧР. Также обсуждался вопрос интеграции абазин в абхазское общество и открытия консульства Абхазии в Черкесске. Речь шла и о строительстве автодороги Сухум-Черкесск. Я знаю, где находятся все предпроекты, все рабочие документы по дороге Черкесск-Сухум. Сейчас надо Черкесск-Сухум 760 километров, а будет 251 километр. Притом из них уже готовых, из 234 готовые, и только 17 километров, на которых нужно сделать 2 туннеля и скалы мягкой породы, как написано. Выслушав мнение представителей Абазашты, президент Аслан Бжани отметил, что готов содействовать реализации всех озвученных идей, а также помочь в решении вопросов, волнующих братьев абазин. Что волнует абазин, абхазов должно волновать. Тут других подходов быть не может. И мы сделаем, я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы это было именно так, а не иначе. Несмотря на все сложности и трудности, которые у нас здесь есть. Будем действовать поэтапно, от одной проблемы к другой. Сразу все решить не сможем, не хочу вас обманывать. Таких возможностей у государства, как государство отдельно взятый субъект, нет пока. Подытоживая встречу, Аслан Бжани отметил, что абхазы и абазины принадлежат к одному этносу, и поэтому необходимо более тесно сотрудничать и вместе решать общие проблемы. Алиса Шамба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.